Срок сдачи объекта обозначен конкретно – месяц. За этот период подрядчик обязуется провести капитальный ремонт в аварийном здании, а после превратить его в современную больницу. Чтобы уложиться в установленный график, круглосуточно работают 35 человек. Обновим полностью систему канализации, заменим водопровод и проведем его до каждой палаты. Поменяем кровлю. Предусмотрены также столовая и конференц-зал. Все работы завершим до конца августа. С финансированием проблем нет. Из госказны выделено 12 с лишним миллионов сомов. В медучреждении создадут все условия, как для персонала, так и для пациентов. Рассчитано оно будет на 90 мест. Раньше в этом здании располагался Центр семейной медицины. Сейчас его перепрофилируют под инфекционное отделение. Республикалық бюджеттің есебінен бұл больницаны капиталдық. Капитальный ремонт проводится по поручению президента. Правительство предусмотрело средства. Работы ведутся полным ходом. Осенью больница уже сможет принимать пациентов. Новое медицинское заведение призвано разгрузить областную больницу, которая была построена в 80-е годы прошлого столетия и имела лишь районное значение. Но после придания региону статуса области возникли проблемы с нехваткой мест и другие. Изначально больница была рассчитана на 270 койко-мест. После того, как она стала областной, эти же места остались. Но требования увеличились. Дополнительные места – это требование времени. Тем временем коллектив областной больницы не перестает бороться с коронавирусной инфекцией. Со слов врачей, по сравнению с началом июля новых случаев стало меньше. С марта в регионе COVID выявлен у 1700 человек. Меньше половины выписаны с выздоровлением. Елисей Кирпиченко, Дамира Базарбаева, Нургазы Джайнаков, Эресбек Мазаид Улу и Нуркыз Абдрахманова. Алатоу 24, Баткенская область.